Бакытыр Гешевич, по инициативе президента вы вместе с генпрокурором, главой МВД провели серию встреч в регионах страны. Перечислите, где именно вы побывали? По инициативе президента мы выехали в регион Джалабадской области. Мы побывали, значит, в Тагульском районе, в городе Каракуль, Ташкумыр, в Ахсыском районе, в Кербене городе, в Чаткале и в Алабуке мы были. У нас сейчас, значит, 14 и 15 июля намечается это в Нокенском, Базар-Курганском, Сузахском районах и городе Джалабаде. Скажите, а эта практика посещения регионов, она продолжится и дальше? Эта практика и посещение, значит, в регионы продолжится дальше. Значит, это будет по всем областям. Значит, в областях, районных центрах будет, значит, проводиться встреча с населением. Будем выслушивать их жалобы, обращения. И по мере возможности будем на местах, что мы можем решить на местах, то решим вопросы. Если нет, то будем решать уже по определенному сроку. После посещения районных центров именно юга страны уже намечено, какая область будет следующим в плане этих? Ну, у нас сейчас по плану, у нас Джалабадская область сейчас мы должны завершить, потом мы, значит, сделаем анализ всех, значит, обращений, жалоб, анализ сделаем, и мы должны ответить им на все обращения, ответить письменно, и должны какие-то конкретные планы мероприятия выполнить. И дальше у нас будет, значит, намечаться, это уже мы здесь в кабинете министров, администрации президента, будем уже утверждать план-график по другим регионам. Касательно вашего функционала, скажите, пожалуйста, а много ли обращений прозвучало от населения в адрес кабинета министров? В основном, значит, мы заметили, обращение идет от граждан, это, если посмотреть отдаленных регионов, это вот Чаткал, там идет нехватка медиков, медицинского персонала, там идет большая проблема, это с дорогой. В общем сложности, если посмотреть, то идет нехватка, значит, специалистов по здравоохранению, да? И идет, значит, по чистой питьевой воде есть вопросы, по, значит, дешевым кредитам. Я уже почувствовал, что в регионах они уже стараются заняться маленьким каким-то бизнесом. Вот они просят, значит, чтобы дешевые кредиты и сделали условия для, значит, ведения бизнеса. Значит, по дорогам есть вопрос, например, в Каракуле, городе Каракуль, есть вопрос по местным дорогам, и есть вопрос по, у них там деревянные этажные дома, они уже как бы ветхие уже, они должны уже на снос, вот они хотят под ипотеку, значит, кредиты для приобретения жилья. Есть вопросы в основном сельских местностей, это трансформация земель для строительства частных себе домов, да, ну, уже же дети подрастают, вот трансформация земель. Вот это мы вопрос увидели. Дальше, значит, мы заметили вопрос, но это пастбищные вопросы, что у населения уже увеличивается скот и уже, значит, появляется спрос на пастбище. Мы увидели, значит, вопросы по просьбы, значит, кто занимается животноводством, чтобы облегчить продажу, значит, ну, в соседние страны скот. Вот такие вопросы озвучены. Ну, я посмотрел, что люди, например, они и были благодарны, например, медики, учителя, деятели культуры были благодарны за то, что, значит, подняли заработную плату. Очень много было высказываний, что они благодарны были президенту Акылбеку Сумбековичу за то, что нам дали такой, значит, доход. Даже они, знаете, даже очень сильно радовались, даже у них с глаз слезы шли. Ну, это такие были высказывания. Дальше было что еще? Очень было, значит, сказано, что в ирригацию в этом году мы же много денег выделили. И было прям чувство, что со стороны ирригации таких-то больших вопросов не было. Значит, все вопрос был снято. Было очень много проделано работы по ирригации. Вот. По, значит, строительству социальных
Я все полностью за счет бюджета, за счет наше капитальное вложение, я полностью, значит, озвучил в каждом регионе, какие школы будут строиться, где будет строиться, значит, чистая питьевая вода, где будет дорога строиться, где будет по стимулирующим грантам, там, спортзалы, там, улицы, где будут, значит, тротуары, где будут там речные лотки будут строиться. Это все я им озвучил. И когда они эту информацию увидели, они, значит, поняли, что в каждом районе ведется работа. Вы отметили о том, что зачастую речь идет о нехватке медицинских работников, да, в регионах, в районных центрах. Скажите, а о нехватке учителей шла речь или с этим вопрос решен? О нехватке учителей вообще этого вопроса не было. Я думаю, даже был поднят вопрос о том, чтобы, которые вышли учителя на пенсию, и они до сих пор же работают, чтобы они уступали как бы места для молодых учителей. Вот такое даже было. Значит, идет уже, значит, борьба за место идет. Вы перечислили очень много актуальных злободневных проблем. Это нехватка чистой питьевой воды, расширение пастбищ, кадровые, да, вопросы, безработицу. Скажите, а все ли обращения, вопросы решаемые на данном этапе времени? Например, если бы вопрос поднимался чтобы взяли баланс автодорогу, которая находится на Айлюкмете, мы рассматривали, и, значит, на местах мы решали, что эту дорогу мы можем взять на республиканский баланс. Есть, например, был вопрос, где-то был вопрос поставлен, чтобы построить мост. Мост, там он был в аварийном состоянии, мы на место решили, мы включили в план на его реконструкцию этого моста. Мы, значит, решали вопрос, где-то не было понятно, значит, с трудовым кодексом, с трудовые отношения. У нас был специалист с Министерства труда и социального развития. Вот сразу специалисты, они объясняли по трудовым отношениям. У них были споры, трудовые отношения. Вот мы сразу на местах это решали вопросы. Например, мы решили вопрос, информационно решили вопрос, что один из жителей, например, сказал, что у нас нет инсулина. И мы сразу в этот момент мы дали им информацию, что инсулин на сегодняшний день поступило, и вы можете приобретать в таких-то, значит, аптеках, да, в таком ракурсе мы это объяснили. Где мы могли на местах, сразу же мы решали вопрос, где мы, значит, не могли, мы их брали на заметку, мы, значит, открыто говорили, что в этом году мы его в план поставим, и финансирование, значит, в те годы будет осуществляться. Работа будет идти дальше по мере финансирования. Население в регионах очень способное, и наверняка, если поток инвестиций был обеспечен в регионы, наверняка это пошло бы в пользу развития региона, каждой отдельной семьи и так далее. Скажите подробнее, есть ли какое-либо видение о увеличении потока инвестиций в регионе? Как это сделать? В основном в регионе, значит, это занимается растениеводством и животноводством. Мы видим, что нам нужно поток инвестиций. У нас есть деньги, это в Айльбанке, РСК-банке, у нас капитализация произошла в этом году 10 миллиардов сомов. Мы видим, значит, это в переработку. Мы должны продавать не в сыром виде, из земли, значит, вырастил и продал в сыром виде. Это такое не должно быть. Мы его должны, значит, вырасти, переработать, и мы сделать его товаром и продать. Вот здесь мы видим, что надо вкладываться в переработку. Тогда, значит, у нас появится, значит, больше прибыли у частного сектора, у фермера. Вот туда мы должны очень сильно внимание уделить. Второе, мы видим в туризм вкладывать, потому что у нас есть места, сами вы понимаете, сейчас у нас идет кымызолечение, у нас идет о том, что идут, значит, в горные места, идут тропы, значит, прокладывают тропы для пеших ходов, да. Очень у нас соседний регион, например, если взять Ферганскую долину, то у нас соседний очень много населения там. Вот мы через, значит, туризм мы должны привлекать это население
И мы должны через туризм, привлечение населения, мы должны, чтобы создавая условия для наших граждан, чтобы они создали условия для туристов. Это условия дома, может, там, условия значит, общественного питания, других инфраструктурных, да, там, мероприятий. Да. Вот если он создаст, то турист будет идти. Он сегодня придет один, завтра он 10 человек приведет сюда. Вот этой сфере мы должны уделить внимание туда. Я знаю, что в Аксайском районе уже действует много домов. Да, гостиные дома. Даже мы заметили в Чаткальском районе, это самый отдаленный район, мы увидели, и мы увидели, что там уже строятся уже маленькие в частных домах условия гостиничного типа, ну гостевой дом. Да, уже в домах уже душ, туалет, столовая, да, уже как бы сам человек, он уже создает условия для того, чтобы пришел турист. Это меня, честное слово, меня это сильно обрадовало. На ваш взгляд, перед тем, как развивать в целом туризм на международном уровне, как быстро можно сейчас уже запустить внутренний туризм? Ведь зачастую жители северных регионов, они никогда, может быть, не были на тех же красотах в Жалабатской области, в Аксайском районе, в других регионах. Ну, сейчас вы сами знаете, у нас создан же фонд по развитию туризма. Это, если так посмотреть, то на сегодняшний год из 68 респоинтов они запланировали 21 респоинт. Это зона, ну, типа точка отдыха. И мы уже здесь показываем то, что не только для внешнего туризма, да, но и внутренний туризм мы тоже уже как бы развиваем. Потому что есть такие, значит, слои населения, где не были в наших прекрасных местах. Это вот даже, мы только же как знаем, Иссыкуль, да, например, а есть у нас очень много местах, это и Арсланбоб, это есть и Падышата, это есть у нас и Иржерис, у нас есть Сафет Булан, есть у нас, да, это Джалабатская. Если посмотреть Орскую область, то Апшрата там есть у нас, да, Караой у нас там есть в Нокате, Салам-Алик у нас есть в Узгенском районе, да, вот такие прекрасные места есть, которые даже наши люди сами не бывали. И вот первое, это мы должны рекламировать свои прекрасные места. Второе, мы делать должны инфраструктуру, это дороги, это мы должны создавать все, значит, инфраструктуру, это гостевые дома, это питьевая вода, это магазинчики, это точки отдыха, юрты. И в дальнейшем мы должны дать возможность бизнесу, частному сектору, чтобы он сам это создавал, все условия. Скажите, а вот из прозвучавших обращений, какой наиболее вам запомнился? Ну, например, у меня, значит, в городе Ташкумыр мне запомнилось, это нужно отремонтировать, капитально отремонтировать, это больницу, городскую больницу нужно отремонтировать. В Алукинском районе мне сильно, значит, эта трансформация земель там очень нуждается в строительстве жилых домов, частных жилых домов, там уже, значит, в Чаткальском районе это сильно, значит, это номер один вопрос, это дорога Алабука, Ханшхия, Кировка дорога, это вот мы ее должны построить. В Каракуле городе это мы, значит, внутренняя дорога, и есть проблема у людей, это оформление своих жилых домов. И крыши там, я в Каракуле услышал, что протекает крыша, услышал, что есть деревянные дома. В Тохтогуле я это услышал, значит, это то же самое. Это дороги, это, значит, школа есть, это строительство, дорога отдаленных населенных пунктов. Я услышал там о Валихмете Чолпаната, это освоение земель где-то около 1000 гектаров. Вот такие моменты я услышал. На сегодняшний день удалось ли зафиксировать количество обращений в адрес Кабмина? Да, у меня, значит, это только я по одному району, я только в своей книжке записал, это только один район, это 57 пунктов, как бы, выступающих было, 57 человек было, да, это которые ко мне только обратились. Это не считая это генпрокурор он обратился, еще и обратился МВД обратился, это не считая, это кто, которые ко мне обратились.
А в среднем это около где-то, в среднем где-то мы сейчас взяли и сделаем, каждое обращение мы сейчас же делаем, значит, анализируем же, по какому поводу он обратился. Это где-то больше 200 обращений, только письменно нам обратились. А устно это больше где-то, больше 500 где-то, это устно обратились. А по каким из обращений уже сейчас, возможно, приняты меры? Ну, мы, значит, по обращениям, которые мы, капитальное вложение, мы уже их, значит, если смотрим, что действительно нуждаются, мы уже дали поручение, что включить капитальное вложение. Мы дали поручение, например, Ташкумырской, значит, больнице, по капремонту дали поручение уже, чтобы они включили в капремонт. Мы сейчас, значит, по чистой питьевой воде, сейчас у нас идут доноры, мы уже определенные села уже дали поручение, чтобы эти села были включены, значит, в список на финансирование от доноров. Да? Вот такие уже поручения идут уже. И последний вопрос. Настрой людей. Хотелось бы узнать ваше мнение. Каким на сегодня является настрой в регионах? Ну, я, как я говорил, ранее говорил, что настрой позитивный. Они увидели, почувствовали, что когда мы вот подняли зарплату, почувствовали, что и уже это ощутимая зарплата. Мы подняли пособие, это тоже насчет повода пособий вообще вопросов не поднималось. Какой-то, значит, был уже сдвиг, да, есть, да? Значит, мы, значит, сейчас сказали, что будем поднимать зарплату госслужащим, но есть моменты, которые нужно решать местным госадминистрациям, это местным самоуправлением на местном уровне. Они должны более чаще выходить к народу и по мелочам, мелким вопросам они должны оперативно решать эти вопросы. Это и пускай будет это мусор, должны быстро решать. Это отключение электроэнергии, чтобы быстро это оперативно вопрос решали. Это и по каким-то определенным поломкам, или это пусть это будет больница, пусть это будет школа, ну, чтобы были оперативно мелочные вопросы, мы должны, значит, местные власти должны быстро решать оперативным путем. А местные власти готовы? Сейчас они это видят, они и раньше они занимались, но как бы на сегодняшний день мы им сегодня дали очень какие финансовые инструменты. Это фонды в каждом районе. Мы образовали фонд. В областной структуре тоже образован фонд развития. И через эти фонды они могут какие-то вопросы решать, социально значимые, экономически значимые вопросы они могут решать. У них сегодня есть инструменты решения вопросов. Раньше такого не было. На сегодняшний день он может выйти к народам и где-то какие-то моменты, маленькие, мелкие вопросы он может оперативным путем решить. Это уже важно. Раньше такого не было. Ну, раньше у районного акима не было фонда, например. Сейчас есть фонд.